188 стран, 30 тысяч участников, 5 тысяч волонтеров, 818 образовательных площадок и 1325 спикеров. Сочинский всемирный фестиваль молодежи и студентов стал событием поистине грандиозным. С момента его окончания прошло уже 2 недели, но участники не перестают делиться эмоциями. Самым главным сюрпризом для молодых представителей республики стала, конечно, эксклюзивная экскурсия по Олимпийскому парку. Большой стройкой руководил Сергей Гапликов. Технический центр управления, все это скрыто, все это находится под медальным плаза и все это находится в действующем современном состоянии. Поэтому в любое время можно заполнить резервуар соответствующим газом и зажечь олимпийский огонь, если того потребуется. Но по правилам Олимпийского комитета он горит только один раз во время проведения Олимпийских игр. Больше не зажигается. Главной гордостью делегации стала презентационная площадка Коми. Над ней работал коллектив наших дизайнеров и режиссеров. Республике достался павильон в 42 квадрата, и он получился удачным. На фестивале каждый регион показывал свои достижения и создавал какую-то атмосферу. И вот атмосфера для нас это было ключевое слово, которое мы хотели передать и перенести, потому что каждый участник фестиваля, приходящий на нашу площадку, мы подразумевали, что он попадет в республику, ему будет приятно. Когда же к нам приходили люди и говорили, вот Александр Васильевич правильно заметил о том, что как попал домой, а тот, кто у нас не был, говорит: а теперь я хочу в республику, мне нравится там красиво, там приятно, там очень здорово и интересные люди. Ежедневно площадку посещали около 2000 гостей. Слушались звуки природы, учились вязать традиционные пояса, играть на инструментах и даже танцевать. К слову, даже бравым джигитам оказались не по силам Коми национальные па. В культурной программе нашей команды значилось и шефство над делегатами из африканского Того. Для них устроили презентацию, дарили подарки и вроде бы распрощались, но знакомство, похоже, не закончилось. На следующий день пришел представитель делегации и сказал о том, что он пишет диссертацию на тему национальных культур, и что ему очень хочется, ему очень понравилось, он очень хочет написать в нашей республике. Он попросился к нам в гости, мы обменялись контактами, и я думаю, что это будет здорово, если он действительно приедет. Причем есть такая особенность, я для прессы это поясню. Слово «коми» в переводе с языка Тога значит «рожденный в субботу». А этот молодой человек, который хочет приехать в республику, его имя Кофи. А Кофи – это рожденный в пятницу. Помимо 69 делегатов от Коми, на площадках Всемирного фестиваля работали и 50 наших волонтеров. Они встречали гостей, помогали им сориентироваться и, конечно, сопровождали в экскурсиях. Неудивительно, что северянам больше всего запомнились участники из жарких стран, никогда не видевшие снега. Они все ездили на Розовый хутор, на горы, для того, чтобы потрогать снег. Они не ездили смотреть горы, они ездили смотреть снег, потому что там был только снег, и они купались в нем, они как будто вообще счастливые люди. Также было с катком. Они лед никогда в жизни не видели, они легли на лед, они не катались, они легли в коньках на лед, вот такой бабочкой лежали. Впрочем, фестиваль молодежи – это не только и не столько развлечения, сколько работа над собой и собственными проектами, а еще обмен опытом в самых разных областях. Весь этот опыт очень скоро пригодится волонтерам из Коми. Я на самом деле главной ценностью фестиваля считаю непосредственно объединение молодых, талантливых, перспективных лидеров молодежи региона. Каждый и от каждого из вас зависит дальнейшее развитие данного направления, и мы с вами не просто так участвуем в фестивале. Такую же позицию высказал и глава республики Сергей Анатольевич Гапликов, передающий вам привет, и мы знаем, что впереди у нас финальное мероприятие по концу года, когда сегодня мы ставим задачу внести предложение в направлении совершенствования молодежной политики Республики Коми с учетом результатов участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов. К слову, о своем участии во Всемирном фестивале молодежи и о полученных знаниях участники готовы рассказать сверстникам по всей республике. Они намерены организовать встречи с молодежью во всех городах и районах. Светлана Некрасова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.